Разгорелся большой скандал. Что произошло на самом деле? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Акбар Ахмедов, один из подозреваемых в похищении и убийстве первого заместителя председателя Районбанка, скоропостижно скончался в Душанбинском СИЗО, и его тайно похоронили в родном Худжанде. Сразу 3 осведомленных источника 2 сентября сообщили, что 30 августа сотрудники УБОП МВД в Душанбе передало тело Акбара Ахмедова его родителям и предупредили их ни в коем случае не сообщать никому о его смерти в СИЗО. По их словам, тело Акбара Ахмедова не было показано его родственникам, а было доставлено на кладбище в Худжанде в деревянном гробу и в нем же похоронено. В Генпрокуратуре Таджикистана сообщили, что Акбар Ахмедов является членом организованной преступной группы из 15 человек, который после похищения и убийства банкира Шухрата Исматулоева вместе с несколькими соучастниками сбежал в Россию. Источники сообщили, что Акбар Ахмедов находится в розыске, и в начале августа правоохранительные органы задержали и доставили в СИЗО его мать, чтобы оказать давление на ее сына. По словам одного из собеседников, Акбар вынужден был вернуться в Душанбе из Москвы в середине августа и сдаться правоохранительным органам. Один из осведомленных источников в правоохранительных органах сообщил на анонимных условиях, что Акбара Ахмедова на допросе жестко избили и запытали до смерти. Акбар Ахмедову было 36 лет, у него осталось 6 детей, работал IT-специалистом. По данным Генпрокуратуры Таджикистана, Акбар Ахмедов входил в организованную преступную группу, которая 23 июня похитила Шухрата Исматулоева и в одном из кишлаков Варзобского района, применив физическую силу, электрошокер, автофен и другое оборудование, запытали его до смерти, после чего преступники бросили его тело в реку Заравшан. Спустя 2 месяца его тело было найдено в местности Саразм города Пиджикент. Похищение банкира, близкого к семье президента Таджикистана, вызвало бурную реакцию и было широко освещено в СМИ. В Таджикистане применение пыток в целях получения признательных показаний уже много лет является острой проблемой. По словам правозащитников, пытки и жестокое обращение используются при задержании подозреваемых в совершении преступления и в ходе следствия, а среди методов, применяемых силовиками, указывается избиение, запугивание, использование электрического тока. И это происходит в 21 веке. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, действительно ли человека просто запытали до смерти? Или, возможно, у него были какие-то болезни? Как вы относитесь к такой работе правоохранительных органов? Да, если они все же виноваты и запытали другого человека до смерти, они должны понести наказание. Но разве такое наказание и имеют ли вообще правоохранительные органы содеять такое с человеком? Ведь они защитники прав, а не судьи, которые своими же руками могут наказывать людей. Свое мнение по поводу всего этого, возможно, мысли, и может у вас есть какая-то информация по поводу всего этого, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!